Devam ederiz. İkinci stand-up komik. İnsaf Abdullah. İnsaf Abdullah'ın korkunç dışı. Tatarça Big Aybat Суlaşа. Karşı alınız. Добрый вечер, уважаемые гости стендапа. Я студентка 4-го курса татарской эстрады. Честно говоря, я по-татарски нифига не понимаю. Среди присутствующих в зале есть такие, как я? Да. Отлично. Скажите, как будет по-татарски Кремль? Кремль. Нет. Кремль по-татарски будет достопримечательность. Специально для вас я проведу краткий курс обучения по татарскому языку. Итак, урок number 1. Для начала нужно выучить несколько татарских слов, только самых необходимых, так что немного напрягитесь. Мин, я, син, ты, без, мы. Оба! Ужас какой! Мы на корале, смотри-ка. Блясызмы. Олга, вперед! Назад, как всем известно, в татарском языке слова нет. Если что, мы разворачиваемся и опять Олга. Урок number 2. В предложениях местоимения заменяем на татарские. Например, Минь на работу пошла. Синь дурак. Эпис тут водку пьем. Шутка, конечно. Урок number 3. Урок number 3. Множественного числа существительного добиваемся при помощи окончания лар. Например, мартышка лар, хоккеист лар, стулья лар, ну и так далее. Есть еще окончание нар, но мы этим заморачиваться не будем. Урок number 4. Хотите что-то спросить? Все легко и просто. Добавьте в конце предложения частичку «мэй». Гулять пойдем, мэй? Шапку-ушанкой наденешь, мэй? А теперь совместим этот урок с предыдущим. В зоопарке много мартышка лар, мэй? Пивом запивать будешь, мэй? Урок number 5. У всех существительных, неважно какого они рода, прилагательные должны быть только в мужском роде. Красивый мальчик лар. Большой кружка, сиреневый пальто. Урок number 6. Любой глагол можно ототарить с помощью приставки «итя». Дословно он переводится как «делает». Если хотите употребить глагол в прошедшем времени, добавьте «итте». Например, Валера курить «итя». Валера своего добиваться «итте». Блясызма. Мы на татарском языке отлично разговариваем. Обау! Хочешь с нами поспорить, мэй? Дополнение. Шлифуем порядок слов и произношения. Любое «в» заменяем на «да» в конце слова. Зоопарк «да», много мартышка лар, мэй. Любое «че» меняем на «ще». Отлично! Зачем? Почему? Потому что... И, наконец, самое главное. Между двумя согласными, как во французском, нужно обязательно ставить гласную и протяжненько тянуть. И тогда идеальная фраза будет звучать так. Эх, сыз, красивый мальчик лар, блясызмы, без на татарща отлично разговариваем, потому что без очень умный людишка лар. Спасибо.